Оппозиционер Махмурод Одинаев, планировавший митинг в центре Душанбе, отправлен в тюрьму на 14 лет. В Таджикистане оппозиционного политика Махмурода Одинаева приговорили к 14 годам колонии. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что все-таки засудили политика. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Также близкие Махмурода Одинаева заявили, что все эти дни, пока его разыскивали, 15 дней до его ареста, они подвергались избиениям и пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана СДПТ Махмурод Одинаев 28 января приговорен к 14 годам колонии. Суд района Рудаки признал Одинаева виновным в хулиганстве и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Сам политик категорически отверг обвинение. «Есть Бог», — лишь сказал Одинаев после вынесения приговора. Во-первых, сразу ясно, что статья, связанная с экстремизмом, здесь совершенно не доказана и лишняя. Я буду бороться, чтобы это вообще убрали. Во-вторых, по статье хулиганства правонарушение должно было проходить по более легкой категории. Все эти вопросы мы будем уже поднимать в Верховном суде. Хабибула Ризоев, сын Махмурода Одинаева, оштрафован на 58 тысяч самани, это более 5000 долларов. Его признали виновным в хулиганстве, однако он в ходе судебного процесса отверг предъявленное ему обвинение. Шаймус Хлихидин Ризоев, другой сын Махмурода Одинаева, находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве. Как вам такой расклад, когда посадили всю семью, еще назначили такой огромный штраф? Интересно, где таджикам его можно взять? Как вы считаете? И как вы, в принципе, относитесь к этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. С чем я должна быть согласна? С тем, что всех моих детей сажают в тюрьму? С этим я должна быть согласна. По какой причине они так поступают? Почему они проводят над моими детьми судилище? Накануне источник в районе Рудаки на условиях анонимности сообщил, что открытый судебный процесс в отношении Махмурода Одинаева и его сына Хабибула Ризоева начался в понедельник, 25 января. По его словам, все эти дни в зале суда находились родные обвиняемых и 4 свидетелей. 5 декабря прошлого года Генеральная прокуратура Таджикистана сообщила о задержании Махмурода Одинаева, который в конце ноября был объявлен в розыск. По информации надзорного органа, 29 октября оппозиционер вместе с бывшей супругой Мехранигор Ризоевой и сыном Хабибула Ризоевым, напомним, которому приписали штраф 5000 долларов, прибыли в военный комиссариат города Гисар, где Одинаев под предлогом того, что работники военкомата незаконно и необоснованно призвали его сына Ходжи Акбара на воинскую службу, умышленно нарушал общественный порядок, высказался нецензурно и применил физическую силу к представителям власти. Из-за этого на него завели дело по статье 237 «Хулиганство». Максимальное наказание по ней составляет 5 лет лишения свободы. Одинаев тогда заявил, что у его сына слабое зрение и он не подлежит призыву в армию. Позже прокуратура города Гиссара предъявила арестованному оппозиционеру новое обвинение – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Причину предъявления нового обвинения в прокуратуре не объяснили. Таджикская оппозиция считает предъявленные замглаве СДПТ и его сыновьям обвинения политически мотивированными. Напомним, что Махмурод Одинаев 16 ноября на своей странице в Фейсбуке обратился к мэру Душанбе Рустаму Эмомали с просьбой разрешить акцию протеста на центральной площади столицы. То есть он не вышел с бунтом на улицу, не призвал пойти расстрелять весь парламент, а просто попросил разрешения на то, чтобы провести акцию. И за это дадут 14 лет? Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И напомним также, что политик ранее уже заявлял, что его преследуют по политическим мотивам, но ему мало кто тогда верил. И вот что вышло. Сейчас у него будто не работают спина и ноги. Глаза у него тоже не видят. Я ему говорю: я Хабибулло, твой сын, но он меня не узнает. Закона нет в этой стране. У нас на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.